Полиция Сыктывкара ведет проверку по факту ночной драки у 65-го дома по улице Коммунистическая. Двое молодых парней нокаутировали своих обидчиков и стали добивать их прямо на улице. Инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. Люди вновь заговорили о закрытии так называемых наливаек и рюмочных, расположенных в жилых домах. Подробности знает Алексей Корчма. 29 июля, час ночи, улица Коммунистическая, почти что центр города. Около круглосуточного бара «Винный погреб» очередная заварушка. Двое парней без сознания, другие двое добивают. Очевидцы пытаются растащить, но как-то нехотя. Все происходящее жильцы снимают на видео, прямо с балкона дома. Потерпевшая сторона осталась на месте. Лица подозреваемых в совершении данного преступления скрылись с места происшествия. В течение 2 часов были установлены и также посредством видеонаблюдения выявлены и задержаны нарядом ППС, доставлены в дежурную часть УВД. В настоящий момент проводится процессуальная проверка. Их вина будет установлена, вменить им можно будет нарушение статьи 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это нанесение телесных повреждений, не повлекшее последствия, легкий вред здоровью. Что стало причиной конфликта, пока не ясно. Потерпевшие отказались давать показания. По неподтвержденным данным, они сами спровоцировали конфликт, но дело даже не в этом. Подобные истории здесь случаются регулярно, говорят жильцы. Соседство с круглосуточным баром уже невыносимо. Это недопустимо сегодня такие учреждения открывать в жилых домах. Конечно же, закон о тишине предусматривает сегодня покой наших граждан, право на сон и право на отдых. И мы должны это, конечно, обеспечивать. Я считаю, что жильцы таких домов должны коллективно составлять обращения, обращаться и в органы исполнительной власти, в органы законодательной власти, в различные наши общественные приемные. И, конечно же, мы будем реагировать на это. Надежда Дорофеева в числе соавторов законопроекта о запрете так называемых наливаек в жилых домах. В прошлом декабре депутаты Госсовета установили дополнительные требования к таким заведениям. Площадь зала не менее 30 квадратов. В итоге в Коми закрылось всего 11 из 75 точек общепита. Помимо закона, запрещающего размещать в жилых домах вот такие заведения, есть закон о тишине. Его никто не отменял, и поэтому сотрудники органов внутренних дел обязаны очень четко реагировать на такие сигналы. Более того, у жителей есть возможность обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на такие заведения. Прежде всего, они зачастую не имеют элементарных раковин, туалета для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Поэтому даже по этим основаниям вполне можно закрыть. На проблему надо смотреть шире, уверена Галина Лапшина. В бизнесе она далеко не последняя скрипка. Бесконтрольная продажа алкоголя в самом пьющем регионе страны, да, это про нас, приводит к печальным последствиям. И еще хорошо, что те парни на коммуне выжили. Несмотря на то, что организованы предприятия общественного питания с розливом алкоголя на месте, там всегда шла и сейчас идет продажа на вынос. Ухищряются кто как может. Бутылку могут открыть и отпустить ее в открытом виде. Вроде бы, с одной стороны, они условия выдержали. Продавец продал, бутылку открыл для потребления на месте. Вопиющий случай. Это не первый, как вы сказали. И я считаю, что даже если один случай произошел, он требует всестороннего рассмотрения со всех сторон. Где полиция, какова роль населения, какова роль Роспотребнадзора, какова ответственность бизнеса. Я считаю, что ужесточать в этом направлении требования нужно. Ну а пока подобные истории могут повторяться бесконечно долго, и реальных рычагов воздействия, похоже, нет. Все тот же бар «Винный погреб» на Коммунистической открыли коммерсанты из другого региона. И сокращать режим работы заведений или искать другое место они не намерены. Ничего личного, просто бизнес. Алексей Корчма, Алексей Прошуков, телеканал Юрган.